расскажем о представителе интересной военной профессии – дирижере Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан Данияре Бультрикове. Владение дирижерским искусством требует наличия уникального слуха, организаторских способностей, артистизма и коммуникабельности. Все эти качества у нашего героя проявились еще в раннем детстве, а родные лишь направили их в нужное русло. С самого детства я очень любил петь, я очень хорошо чувствовал музыку. И в раннем возрасте мой дядя Маман Стамбек заметил это во мне и часто водил меня на репетиции Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан. Тогда первый раз я увидел дирижера Тулебергена Абдрашева, и меня очень сильно влекло. Я называл их волшебниками тогда, дирижеров. И в 1997 году я поступил в Республиканскую казахскую среднеспециализированную музыкальную школу-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Годы учебы в музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени Ахмета Жубанова не прошли бесследно, определив дальнейший путь юного дарования. После окончания школы был выбор в гражданскую сферу уходить, либо поступить в военный институт военных дирижеров военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Выбор был, я думаю, очевиден, что вот эта закалка, скажем, военная закалка, сложилась она у меня уже с самого детства. И был хороший симбиоз творческого человека и дисциплинированного. После окончания военного вуза по распределению я был направлен в Центральный военный оркестр в город Астана. Так и началась моя история службы уже в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан. Я помню свое первое выступление в составе Центрального военного оркестра. Я был тогда в качестве военного дирижера. Это было на набережной реки Исиль. Как раз мероприятие было ко дню города. Тогда я ощутил всю мощь военных музыкантов и военного оркестра. Эту тоненькую палочку по праву называют волшебной. Ведь один ее взмах может вызвать и громкие звуки труб, и нежные трели флейт. Но свои чудесные свойства она обретает лишь в руке настоящего профессионала. Военные дирижеры в основном работаем на улицах. Здесь есть у нас уже отдельные приемы, строевые приемы. Тогда уже палочка дирижерская, она не предусмотрена, потому что в выполнении различных строевых элементов она будет немного мешать. Дирижерская палочка, она в основном используется в концертных выступлениях, в подготовке музыкантов к концертам, в репетиционных процессах. Мы говорили, что это тандем. Палочка и дирижер — это, в принципе, единый организм. Вся музыка заложена, все ритмическая линия, темпоритмика заложена в кончике дирижерской палочки. Для военного музыканта, кроме таланта, необходим еще и целый комплекс особых качеств. Потому как основная работа проходит не в теплых и комфортабельных концертных залах, а на улице, на ветру и под палящим солнцем, под дождем и в морозы. А стало быть, требуется отменное здоровье, физическая подготовка и незаурядный дар воспитателя, потому что военный дирижер еще и командир, воспитатель своего войскового подразделения. Основными задачами военных оркестров являются это поддержание морально-боевого духа личного состава Вооруженных сил Республики Казахстан, повышение имиджа Вооруженных сил среди населения Республики Казахстан, также на международной арене. Роль военного дирижера – это управлять, наставлять и вести за собой коллектив. Это очень важно, быть целостным как военного дирижера и музыканта. Это единый организм. Репертуарная палитра военного оркестра необычайно широка. Здесь есть все, от классических произведений до музыки современности. Репертуар, он не ограничен. Основой репертуара военных оркестров является, в первую очередь, это музыка, направленная в военные патриотические темы. И, как вы заметили, в нашем коллективе очень много молодых ребят. Они
любят играть популярную музыку. Это в различных наших дефиле-программах и в пласт-концертах можно заметить, как они отжигают на публике. Это молодежь, у них внутри еще рок-н-роллит. Это очень круто. Наш коллектив участвовал во многих международных фестивалях, побывали в Китайской Народной Республике, в Российской Федерации, в Хабаровске, в Москве. Также мы посещали Республику Узбекистан, Ташкент. Сейчас у нас приглашение в этом году приходило на фестиваль «Спасская башня» в городе Москва, который проходит. Также на следующий год у нас запланированы мероприятия в Германии, то есть есть приглашение на международный фестиваль военных оркестров. Музыкантов по праву можно назвать самой мирной военной профессией, ведь их основная задача – поддерживать боевой дух армии. Основной упор у нас делается на спецподготовку. Стрелять, бегать мы умеем. Всегда, кто бы ни сидел в зале, хоть это будет пустой зал, хоть это будет 2 человека, мы должны выдавать всю мощь. Как отмечает наш герой, музыка – это лекарство, лечащее людские души, и чудо, в которое всегда нужно верить. Музыка – это свет, на самом деле, да. Музыка делает людей добрее. Музыка – это образ жизни. Мы и есть музыка, можно сказать. А еще Данияр – счастливый отец 4 очаровательных девочек. Вместе со своей супругой они единым фронтом встречают все трудности и радости многодетного родительства. Мы с супругой познакомились еще в далеком 2011 году, после окончания 2-го курса военного института, можно сказать, любовь с первого взгляда. И так, в течение 3 лет она ждала меня. Мы виделись только зимой и летом в очередных отпусках. Она знает все тяготы и лишения воинской службы. Она моя муза, она моя поддержка. Со мной вроде весело моим девочкам. Наш герой считает себя счастливым человеком. И не потому, что он достиг немалого в любимом деле, познал вкус славы и стал любимцем зрителя. Я определенно считаю себя очень счастливым человеком. Я родился, вырос и живу в прекрасной стране. Я посвятил свою жизнь служению своему народу. У меня счастливая семья. У меня есть родители, близкие друзья, боевые товарищи. Что нужно для большего счастья? Я не знаю.